На территории Читинской соборной мечети прошла церемония открытия обновленного дома старейшины татарской общины Рахматуллы Нигматуллина. Здание более 20 лет было недействующим. Опа! Во! На память надо маленький. Реставрацию бревенчатого дома Нигматуллина 1900 года постройки благословил духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Работы возглавил председатель Духовного управления мусульман Забайкальского края имам Мухтасиб Алмаз Салахов при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Всемирное содействие оказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Среди госдеятелей, оказавших помощь, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Это очень уникальный памятник, который сохранился в комплексе с соборной мечети. У нас очень мало таких регионов и таких памятников, которые сохранились до сегодняшнего дня и тем более, которые были восстановлены. Поэтому я очень сердечно благодарю, конечно, от имени муфтия шейха Равиля Гайнуддина, от наших российских мусульман Алишера Бурхановича Усманова и главу Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, всех спонсоров, меценатов, которые оказали содействие в восстановлении этого дома, и, конечно же, губернатора Забайкальского края Александра Михайловича Осипова. И благодаря вот такой слаженной работе духовенства, представителей органов власти, бизнеса, меценатов, мы смогли восстановить вот этот дом купца Нигматуллина именно к 1100-летию принятия ислама народами Ворской Булгарии, чтобы вот этот подарок остался в памяти у поколений. Дамир Мухиддинов передал слова приветствия от главы российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнуддина. Молитвенно желаю, чтобы дом Рахматуллы Нигматуллина стал источником просвещения и наставления мусульман, носил свой вклад в укрепление единства всех народов Забайкальского края, служил сближению сердец, добрососедству и сотрудничеству. Руководитель администрации Читы Александр Сапожников, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что восстановление здания – большой вклад в развитие Читы. Он поблагодарил всех за труд и большую любовь к малой родине. Нашему городу Чита 171 год. У нас огромная история. И купец Нигматуллин, он сделал большой вклад в развитие культуры, мусульманской веры, развитие всей культуры Забайкалья и города Читы. И вот эта вот красота, это будет служить, вообще у нас мечеть служит таким точкой притяжения, и это для нас очень приятно и очень достойно. Я горжусь, что у нас все диаспоры дружат в согласии, любви и вере, мусульмане, буддисты, православие. В настоящее время мусульманская община стремительно развивается. Была отреставрирована мечеть, а затем в комплекс встроены медресе. После этого открыт дом купца Нигматуллина. Возводятся новые молельные дома. Рахматулла Нигматуллин был одним из самых уважаемых членов общины и известен как главный меценат возведения в 1906-1907 годах Читинской соборной мечети на принадлежавшем ему земельном участке. С его именем неразрывно связаны зарождение и развитие среди мусульман просветительской, светской литературы, периодической печати и журналистики. В обновленном здании разместится культурно-этнографический центр, в котором будут представлены экспонаты быта татар, а также отдельное место займет экспозиции и документы мусульман Забайкальского края. После открытия дома купца Нигматуллина первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухиддинов выступил перед прихожанами с проповедью, которую посвятил культуре поведения в благословенный день Джума. Арбит Ухаев, Медина ТВ.